Я слежу за теми событиями, которые там происходят. Очень внимательно к ним отношусь, и поэтому я всей душой за восставший народ Белоруссии и за восставший народ Хабаровска. Те вот эти побои, те вот эти, которые бесчинство, которое творилось на улицах Минска и других городов, это страшно. Это в 21 веке такое позволяет, посреди Европы правитель позволяет себе такое. Сейчас называют этого диктатора Лукашенко новым Гитлером. Как говорится, Гитлер в 21 веке. Мы не должны допустить, чтобы у нас такое же повторилось в России. Мы ждем изменений, прежде всего у нас здесь, в России. Изменений к демократии, к соблюдению основных прав человека, к сменяемости власти, да, к возобновлению честных выборов. Мы вышли здесь все для того, чтобы показать, что мы недовольны и боимся за жизнь и будущее наших детей. И хотим изменить ситуацию в стране. Мы хотим добиться, чтобы власти услышали призыв жителей Хабаровска и все-таки вернули им губернатора и прекратили преследование политических активистов. Артема сейчас продолжают держать в следственном изоляторе и пытаются предъявить ему какое-то ужасное обвинение, чуть ли не в том, что он является организатором белорусских беспорядков. Эти слова я говорю в кавычках. Конечно, Артем, который ходил с фотоаппаратом, с мобильным телефоном, что-то снимал, по определению не может быть организатором чего-либо. Он совершенно адекватный человек. И его адвокат рассказывает, что он сильно избит, что на нем синяки, ссадины, что у него очень отекшее лицо, что он с трудом разговаривает. Я выражаю беспокойство вместе со всеми людьми, кто знает Артема. Артем, возвращайся скорее.